Hello and welcome to the SDG studio here at UN headquarters in New York. На полях водной конференции Организации Объединенных Наций, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Нью-Йорк, Соединенных Штатов Америки, дал интервью корреспонденту телеканала ООН. In the studio, President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon. Thank you very much, Your Excellency, for joining us. Ваше превосходительство, прежде всего поздравляю вас с успешным началом исторической конференции Организации Объединенных Наций по вопросам воды, на которой ваша страна является принимающей стороной. Любезно скажите, по каким аспектам важна эта конференция, чем она отличается от подобных мероприятий по вопросам воды? Большое спасибо за ваше поздравление. Вы правильно отметили, что конференция является исторической, поскольку она проводится во второй раз в истории ООН, спустя почти 50 лет. Мы, как принимающая страна конференции, приложили много усилий в этом направлении и надеемся, что она по эффективности итогов станет исторической. Анализ показывает, что на планете ситуация с водными ресурсами, особенно с пресной водой, под глубоким воздействием различных вызовов, включая изменение климата, рост населения, урбанизацию и индустриализацию, с каждым годом все больше становится напряженной. Для достижения целей устойчивого развития, в том числе 6-й цели и других скоординированных международных целей, связанных с водой, нам необходимо активизировать наши усилия и действия в этом направлении. В связи с этим в ходе подготовки конференции мы сосредоточили свое мнение именно на принятии обязательств для осуществления новых действий и ускорения существующих. Программа действий в области водных ресурсов, которую мы представили в Душанбе, сегодня охватывает множество действий и обязательств. Мы верим, что этот документ будет еще более усилен в ходе Нью-Йоркской конференции по водным вопросам. Действительно, нам необходимо изменить свой взгляд и отношение к важнейшему источнику жизни, то есть к водным ресурсам, управлять им в новой эффективной форме и с инновационными методами. Важность конференции заключается в том, что она проходит в период обострения ситуации и может привести к серьезным сдвигам в этом направлении. So it was no small feat bringing the world community. Большое спасибо. Безусловно, очень отрадно, что эта конференция смогла объединить мировое сообщество для решения водных проблем. Однако важна не конференция, а ее результат и влияние на решение существующих проблем. Как вы видите следующие шаги, чтобы сделать конференцию эффективной и действенной? Действительно, важен результат. Особенно результат, который поможет уязвимым странам в решении проблем, связанных с водой. Вызывает удовлетворение тот факт, что большое количество добровольных обязательств уже включено в повестку действий по водным ресурсам. Мы должны создать действенный механизм контроля над выполнением этих обязательств. С нашей точки зрения, в этом процессе должны использоваться все имеющиеся возможности. Во-первых, результаты и послания конференции должны быть согласованы и с другими ключевыми видами деятельности, связанными с водными ресурсами, изменением климата, предотвращением стихийных бедствий и вообще по всеми вопросами, связанными с реализацией целей устойчивого развития. Во-вторых, следует усилить позицию водного вопроса в повестке дня Организации Объединенных Наций и других международных и региональных организаций. Также для постоянного наблюдения за процессом выполнения обязательств, в том числе повестки дня действий в области водных ресурсов, необходимо, чтобы конференции и подобные мероприятия ООН продолжали проводиться регулярно. Поэтому мы предложили следующую конференцию ООН по водным вопросам провести в Душанбе в 2028 году. Завершение десятилетия действий «Вода для устойчивого развития». Кроме того, в ходе реализации этих действий, обязательств и вообще повестки дня действий по водным вопросам мы предложили широко использовать Душанбинский водный процесс в качестве мониторинговой площадки. В-третьих, для устранения проблем, связанных с водой, необходимо увеличить объем инвестиций и финансирования для поддержки наименее развитых и развивающихся стран. از کشورهای کم ترقی و رو با ترقی باید
حجم سرمایه و مبلغ‌زایی افزایش داده شد. In your speech, sir, at the opening of the conference, you stated that Благодарю. Готовность Таджикистана продвигать водные вопросы и, в частности, отслеживать результатами этой конференции заслуживает похвалы. В своем выступлении на открытии конференции вы заявили, что водные инициативы, которые в течение последних 2 десятилетий продвигает Таджикистан, занимают лидирующие позиции в глобальной повестке Дня развития. Скажите, пожалуйста, какая основная цель этих инициатив и начинаний? Какую пользу эта работа принесет вашей стране? تاجیکستان هنوز سال 1999 Уже в 1999 году Таджикистан выступил с трибуны Организации Объединенных Наций с первой инициативой об объявлении 2003 года Международным годом чистой воды. Затем по инициативе нашей страны 2013 год был объявлен годом сотрудничества в сфере воды. 2005, 2015 и 2018-2028 годы соответственно международными десятилетиями действий «Вода для жизни» и «Вода для устойчивого развития». Благодаря реализации этих инициатив в городе Душанбе, столице Таджикистана, неоднократно проводились международные мероприятия высокого уровня. В декабре прошлого года Генеральная ассамблея ООН по нашей очередной инициативе приняла соответствующую резолюцию об объявлении 2025 года Международным годом защиты ледников. Основная цель этих инициативы – привлечь внимание мирового сообщества к глобальной проблеме стремительного таяния ледников. Результатом этих усилий и принятых мер является включение связанных с водой целей и задач наряду с целями развития тысячелетия в цели устойчивого развития, а также включение водных вопросов в повестку дня климатической, биологической, продовольственной, энергетической и других сфер. Таджикистан как страна, источник региональных водных ресурсов, также является сторонником экономного и рационального использования воды в регионе и за ее пределами. Поэтому поддержка всех наших инициатив мировым сообществом и признание Таджикистана в качестве одной из ведущих стран в обсуждении глобальных водных проблем является большим достижением. Мы считаем, что этой инициативой мы внесли свой вклад в экономное и справедливое использование водных ресурсов на глобальном уровне. Мы также добились значительного процесса повышения осведомленности общества о водопользовании на национальном уровне. دایر با استفاده آب در سطح‌های ملی نیز با پیشروی‌های نظررس نائل گردیدیم. you mentioned the International Year of Glaciers Preservation, a very Вы упомянули Международный год сохранения ледников. Действительно, эта тема очень важна. Скажите, пожалуйста, насколько, по вашему мнению, эта инициатива может повлиять на защиту ледников? پیریخ‌ها ذخیره اساسی آب‌های تازه در سیاره ما هستند. Ледники являются основным источником пресной воды на нашей Земле. К сожалению, их количество с каждым годом уменьшается под влиянием изменения климата. За последние несколько десятилетий в Таджикистане полностью исчезло более 1000 ледников. Стремительное таяние ледников наблюдается и в других частях мира, в том числе в Арктике и Антарктиде. С другой стороны, население увеличивается из года в год. Потребность в воде также стремительно растет. С учетом этой ситуации, показатель водообеспечения на душу населения также снижается из года в год. За последние 5 десятилетий этот показатель уже снизился в 2,5 раза. Эта тенденция сохраняется до сих пор, что вызывает тревогу. Стремительное таяние ледников, основных источников пресной воды, является тревожным процессом, и мы должны принять действенные совместные меры для его предотвращения. Основной целью нашей инициативы по сохранению ледников является привлечение внимания мирового сообщества к важности этого вопроса, принятие решительных мер по снижению негативного влияния процесса глобального изменения климата на ледники. Объявление Всемирного дня сохранения ледников, создание специального фонда и проведение международной конференции по этому вопросу в Душанбе в 2025 году станут одним из важных средств для достижения этих целей. اوید به این مسئله در شهر دوشنبه در سال 2025 از جمله وسیله‌های مهم جهت رسیدن به این هدف‌ها میباشد. Thank you very much, Your Excellency. If we could return to the goals and outcomes
Вернемся к целям и результатам сегодняшней конференции. Многое было сделано для того, чтобы Республика Таджикистан и Королевство Нидерландов, как принимающие стороны этой важной всемирной конференции, сделали ее успешной и эффективной. Чему научилась ваша страна в ходе этого процесса и что она вынесет из его результатов? البته این باعث افتخار است که جامعه جهانی با ما اجرای این نقش مهم را واگذار کرده است. Конечно, мы гордимся тем, что мировое сообщество возложило на нас эту важную роль. С другой стороны, это большая ответственность, которую мы хорошо осознаем. Вот почему мы работали вместе с Королевством Нидерландов, учреждениями Организации Объединенных Наций и другими партнерами, чтобы сделать эту конференцию действительно успешной и исторической с точки зрения ее результатов. Главный опыт, который мы освоили в этом процессе, это правильный и целенаправленный подход к обсуждению водного вопроса, что по инициативе Таджикистана и Нидерландов в конечном счете сплотило все страны мира вокруг конструктивного диалога. Еще один важный аспект, который хочу отметить, заключается в том, что для достижения желаемых результатов прежде всего необходимо объединить усилия мирового сообщества и международных организаций в реализации совместных действий. سعی و تلاش‌های جامعه جهانی و سازمان‌های بین المللی در تطبیق عمل‌های مشترک ضرور می‌باشد. To conclude, sir, you are a leader who has worked hard to keep. Успехов вам! И последний вопрос. Вы действительно являетесь одним из мировых лидеров, постоянно отслеживающих водные вопросы. Что вы можете сказать мировому сообществу в этом отношении, принимая во внимание текущие процессы, связанные с водными проблемами? سال‌های آخر ما شاهد خشکسالی و آبخیزی‌های بی‌سابقه بودیم که Последние годы мы стали свидетелями беспрецедентных засух и наводнений, вызывавших глубокую тревогу у всех из-за их масштабности и неожиданного географического охвата. Ситуация очень тревожная, и к ней следует отнестись серьезно. К сожалению, глобальных действий в этом направлении пока недостаточно. Целью наших инициатив в сфере воды и в направлении сохранения ледников является освещение мировому сообществу проблем этого сектора и поиск путей их решения посредством водной дипломатии и разумного использования ее ресурсов. В мире нет страны, не зависящей от водных проблем. Эти проблемы наблюдаются в различных сферах жизни народов мира. В некоторых странах люди страдают от нехватки воды для питья, орошения, санитарии и других нужд. С другой стороны, многие стихийные бедствия, такие как засухи, наводнения, исходы лавин, наносят большой ущерб экономике и жизни народов. Поэтому я считаю, что во всех этих вопросах, как на национальном, региональном, так и на глобальном уровнях, должны быть разработаны и внедрены надежные современные механизмы водоснабжения и эффективного управления вопросов, связанных с водой. Потому что если игнорировать существующие проблемы, невозможно будет достичь целей устойчивого развития во всех странах. Наши усилия в области воды доказали, что вода может играть эффективную роль в качестве связующего фактора в отношениях между государствами. Между тем, Таджикистан выражает готовность поделиться накопленным в этой сфере опытом со всеми партнерами. В этом плане нынешняя конференция создала благоприятную возможность для этого. Абсолютно уверен, что мировое сообщество правильно воспользуется этой возможностью. Thank you very much, Your Excellency. Good health to you as well. May the conference be very successful. Thank you once again. And thank you to our audience for joining us. Goodbye.